памяти жертв дорожно-транспортных происшествий принадлежит британскому благотворительному фонду. И в мире он отмечается с 1993 года. С 2005 года в своей резолюции Генеральная Ассамблея ООН призвала все мировое сообщество признать Всемирный день памяти жертв ДТП именно в 3-е воскресенье ноября. При наличии светоотражающего элемента человека водитель расстояние 150 метров представляет в 5 раз больше, а при дальнем свете фар расстояние 400 метров. Где продаются эти фликеры, сколько они стоят? Стоят они недорого, буквально совсем чуть-чуть. Продаются они в различных магазинах, в киосках, в автомагазинах, а также в Почте России, где можно купить или заказать вот такой светоотражающий элемент. Где он должен быть расположен? А хоть везде. И чем больше этих светоотражающих элементов, тем лучше вас увидит водитель. Ребята, но сегодня урок у нас с вами необычный. И я бы хотела вас познакомить с одним человеком. И госавтоинспекция и медицина делают все, чтобы спасти человека и чтобы его жизнь не прервалась. Именно вот эти золотые секунды доктора дарят очень многим людям. Я бы хотела представить известного человека, путешественника, велосипедиста-экстремала, кузнеца и медицинского журналиста Назара Иннокентьевича Амосова. Встречайте, ребята. Ну скажите, кто это усатый, лохматый дядя, да, который пришел нас учить? Если вы это спросите, я работал хирургом в 3 северных районах. Это Мумский район, Иваново-Тантайский и Алаевский. Это, то есть крайний север, очень-очень крайний север. Вот. Я в национальной одежде с местными жителями, ливенами. В данный момент я являюсь предпринимателем и медицинским журналистом. Мое хобби – это кузнечное дело. Имею мастерскую, участвую в выставках и благотворительных акциях. И сегодня, если вы будете хорошо слушать, я проведу викторину в конце моего выступления и имею приз от своей мастерской для вас. Так, меня представили как велосипедист, и действительно, будучи студентом медицинского института, я был отличником, а всех отличников направляют по обмену на стажировку в зарубежные страны. Так что хорошо учитесь, и к СЛФУ вас отправят обязательно на полгода в Швецию, Америку или другие страны. Вот после обучения я приехал на велосипеде в Россию через всю зимнюю Финляндию. Это было зимой, в январе месяце. На улице было 30 градусов. Но так как я коренной житель Якутии, я ночевал в лесу, выживал 2 недели. Вот я счастливый стою, да? Так что я хочу сказать, что имею право немножко, да, вас научить правилам велосипедиста. Ну, в первую очередь, на велосипед лучше садиться, конечно, в раннем возрасте, под руководством родителей. И до совершеннолетия лучше не выезжать на проезжую часть. Учить нам нужно ПДД, правила дорожного движения. Если не учить правила дорожного движения, может случиться вот такие неприятности. Смотрите. Ну, золотое правило велосипедиста – это нужно ездить по тротуарам до того момента, пока вам не исполнится 18 лет, то есть совершеннолетие. И необходимо надевать шлем. Обязательно надо надевать шлем. Велосипедный шлем. Пожалуйста, запоминайте то, что я вам говорю, потому что в конце будет викторина. То есть до 18 лет не выезжать на проезжую часть и носить шлем. На велосипеде следует кататься только по тротуарам. У нас сейчас с каждым годом тротуаров становится больше, лучше. И одевать обязательно шлем, потому что в 90% случаев при ДТП страдает головной мозг. То есть голова тяжелая часть, да? И при ударе, при столкновении человек ударяется головой от твердой поверхности и череп, как словно сырое яйцо разбивается, мозги вытекают.
через сложившиеся отловки. Поэтому необходимо одевать шлем обязательно. В случае не садиться за руль до достижения совершенного бытия. Учить правила дорожного движения, слушать лекции хорошо. Продаются хорошие такие книжки «Правила дорожного движения», тонкие, с картинками. Их можно прочитать и попросить родителей, чтобы они помогли вам понять правила дорожного движения. Нам помогает развивать высокую скорость не только велосипед, но и роликовые коньки, простые коньки, скейтборды, да? Поэтому тоже на них выезжать на проезжую часть не стоит. Это противозаконно. Только по тротуарам и специальным спортивным дорожкам можно передвигаться. Вот проехали скейтбордисты, их незаметно совсем, видите, да? По дороге ездят. Вот так нельзя ездить. Потом, если вы велосипедист, вы должны спешиться, не переходить пешеходный переход пешком, а не так, как проезжать. Потому что водитель не успевает реагировать, и вас задавит. Но то, что я говорил, в 90% случаев повреждается головной мозг. Ну, спасибо за внимание. И теперь приступим, наверное, к вопросу, если вы хорошо слушали, да? Пожалуйста, скажите, с каких лет можно будет 18 лет? Какие основные правила? Молодцы, все хорошо отвечают. Ваня. Ваня, Мария. Мариса. Мариса, Ваня, давай, отвечай, как что ты усвоил. Я усвоил, что не надо проезжать по проезжей части на велосипеде до 18 лет. Ну, несовершеннолетие заключается. И на пешеходном переходе велосипед не сталкивается. Не выбегать на дорогу. Нет. Не идти на красный свет. Кто там еще хочет? Девочка, у нас же равноправие должно быть, поэтому девочка, мальчик, девочка, мальчик. Лера Зорина. Лена Зурила, да? Лера Зорина. Не надо на мотоцикле ездить. Ребята, слушаем внимательно. Не надо на мотоцикле ездить без шлема. Не убегать на дорогу. Соблюдать правила пешеходного. Ну, убедительно скрывала, что не едут машины. Остановились в пешеходном переходе. Еще кто? Последний человек, давайте мальчика. Вот мальчик. Самое поддерживаемый человек. Я хочу поддержать. До 18 лет не надо на машину, там на мотоцикл садиться. Самое главное, Ездить без шлема нельзя. Исправьте боль. На зеленый сигнал светофора. Сладить велосипедный и катить. давайте, Юлия, доверим судейство профессионалу. Все, кто здесь был, выйдите, пожалуйста. Ага. Юлия, можно? Я попрошу помощи. У нас есть еще один профессионал в зале. Этот профессионал не в погонах. Яна Евгеньевна, я доверяю вам рассудить. Яна Евгеньевна, просит ребят самое хорошо ответишь.
У нас приз только один. Абсолютный чемпион должен быть. Давайте. Сначала Поднимаем руку. девушка. Да. Кто? Аплодисменты. Вот чем громче будет. Следующий участник викторины. Еще мальчик. Лидер абсолютно ясный, да? Это огнево для добычи огня. Под дождем даже можно добыть. Костер сделать, разжечь, да? Когда поход будешь ходить, на охоту ходить, да? Это огнево называется, огнево. Пожалуйста. Давайте поздравим победителя, поаплодируем. Все ребята молодцы. В завершении сегодняшнего нашего мероприятия воскресенье – Всемирный день памяти жертв ДТП. И я предлагаю, стоя минуты молчания, почтить тех, чьи жизни унесли автокатастрофы. Минуты молчания. Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, про сегодняшнее мероприятие. В рамках мероприятий, посвященных Всемирному дню памяти жертв ДТП, госавтоинспекция города Якутска совместно со школой номер 31 провели акцию. Сегодня для 7 классов мы провели познавательные занятия о том, почему эта знаменательная дата отмечается во всем мире. Рассказали о масштабах автоаварий и, конечно, поговорили о профилактике дорожно-транспортных происшествий. Мы вспомнили правила перехода проезжей части, о том, как ребенок должен себя вести гололед на улице и в условиях зимы. И вот в вашей школе как раз есть кружок для кружковцев, которые вот, по правилам дорожного движения даже участвуют в соревнованиях российского масштаба. Расскажите, пожалуйста, о своих ребятах. Ну, это не кружок, это отряд юных инспекторов движения, который уже давно существует на Байкале. И, конечно же, ребята участвуют во всероссийских соревнованиях. Мы стали участниками городских мероприятий, стали победителями. Потом мы вышли на республиканские конкурсы, где заняли тоже призовые места. И в этом году стали участниками всероссийского конкурса «Безопасное колесо» город Владивосток. И ребята заняли 400 мест. Я думаю, что это здорово. Конечно, были свои недочеты, но мы все исправим, сделаем. Но это, может быть, не самое главное. Самое главное то, что они знают правду, умеют оказывать первую помощь. И теперь обучают ребят младших классов. Юные инспекторы движения – это наши маленькие помощники. И в течение уже многих лет мы вместе с ними работаем. На 20 ноября выпадает Всемирный день ребенка. Я бы хотела пожелать, чтобы родители заботились о безопасности своих детей, чтобы объясняли правила. И в первую очередь объясняли своим примером, положительным, соблюдением, как правильно переходить дорогу. Ведь если родитель пойдет в неположенном месте, в следующий раз его ребенок поступит точно так же.